Это программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Пандемия коронавируса уже более полугода является главной темой для обсуждения в мире. И чем дальше, тем больше всех волнует вопрос, когда же вирус отступит. Прогнозы делают не только вирусологи, но и математики. Какие математические расчеты по распространению вируса есть у ученых и как математическое моделирование может помочь экономике. Об этом и о международной конференции, проходящей в эти дни в Якутске, мы поговорим с проректором Челябинского госуниверситета, доктором физико-математических наук, профессором Владимиром Федоровым. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. В период пандемии ученые многих стран предлагают самые разные модели математического моделирования о прогнозах дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Насколько эти модели разнятся, от чего это зависит и какова их точность? Я думаю, что модели разнятся теми факторами, которые они учитывают, и как эти факторы влияют на динамику распространения. Значит, в общем-то, проблема в том, что моделировать вот такие вот биологические процессы, а также социальные, довольно тяжело, как раз, я думаю, в силу того, что эти факторы не очень-то известны и могут до последнего быть нам неизвестны. И поэтому люди и очень серьезные, в общем-то, организации занимаются построением таких моделей. Как точность модели. Если модель построена, надо сначала ее проверить на том, что уже произошло. Вот полгода назад взяли данные начальные, применили модель. Если получилась сегодняшняя картина, уже неплохо. Будем надеяться, что если мы возьмем сегодняшние данные, то сможем получить картину через месяц, через 3, через полгода. Но, опять же, гарантий никаких. Сложностей много. А вообще, что предрекают математики? Как скоро закончится пандемия? Математикам, я думаю, сложно здесь что-то предрекать. Разве что при стремлении к бесконечности можно что-нибудь предположить. Но это шутка. А как и чем измеряется эффективность математической модели? Эффективность математической модели как раз определяется соответствием тому, насколько хорошо она предсказывает ситуацию. То есть зачем нам модель? Не для того, чтобы описать то, что мы уже знаем, а для того, чтобы узнать, что будет впереди. Чем лучше модель это делает, тем лучше эта самая модель. А в каких отраслях экономики математическое моделирование наиболее востребовано? Я думаю, что математическое моделирование должно быть востребовано во всех отраслях экономики. Ну, есть, конечно, более математизированные отрасли, такие как финансовые инструменты, торговля опционами, акциями. Там математики очень много, там особенно нужны математические модели, и там она очень серьезная, это самая математика. То есть модели используют сложные математические теории. А каким будет будущее в плане прогноза и управления критическими социально-экономическими ситуациями? Какова будет роль науки в вопросах принятия решений? Ну, наверное, эта роль должна повыситься, хотя вот, живя сегодняшним днем, мне трудно представить ситуацию, что на основе чьей-то математической модели государство приняло решение о том, чтобы поступить таким или другим образом. Пока это выглядит, мне кажется, при принятии каких-то серьезных государственных решений, мне это кажется не очень правдоподобным. Ну и опять же вопрос же в доверии тем или иным математическим моделям, а соответственно тем или иным ученым, скажем так, или научным коллективам, лучше сказать. Ну, получается, что такой вопрос, да, вот власть, она прислушивается к результатам исследований ученых, пользуется вообще ими, доверяет им? Или опять это же вопрос о том, кто и как провел эти исследования?
Сейчас же тем же моделированием распространения коронавируса занимается много различных групп. У них различные результаты. Вопрос, кому из них прислушаться, всегда такой вопрос возникает. А в целом в технологичных отраслях, я думаю, что власть к ученым, конечно же, прислушивается. И хотелось бы, чтобы она еще и доверяла им в том смысле, чтобы, руководителями каких-то серьезных государственных предприятий, высокотехнологичных, были специалисты по профилю, а не менеджеры или журналисты, которые тоже, конечно, специалисты, но все-таки немножко в другом. Какие аспекты математического моделирования обсуждаются на конференции в Якутске? На конференции присутствуют 4 секции, то есть конференция состоит из пленарных докладов и секционных. Секции такие: неклассические уравнения математической физики, математическое моделирование и их численная реализация, реализация математических моделей. Я примерно говорю, я могу недословно повторить название. Математические методы и численные исследования в механике сплошных сред и физико-технические проблемы в Арктике и субарктике. Можно сказать, что здесь присутствуют как чисто математические исследования, особенно в первой секции, так и, работы механиков, это 3-я секция. 2-я секция – это работы по поиску численных решений математических задач. И 4-я секция вообще новая и очень интересная. Она имеет более прикладную направленность, физико-технические проблемы, как там гласит название. А какой проект лично для вас наиболее интересен? Мне интересны многие проекты, и конференции для того и созданы, чтобы, увидев какие-то интересные задачи, потом перейти к их исследованию, решению. А на данном этапе мне интереснее свой проект, уж извините за такую мысль. Я здесь рассказывал некоторые результаты из чистой математики, посвященные возможности исследования дифференциальных уравнений распределенного порядка. Это достаточно недавний объект для исследования математиков. Рассказал о получении, обобщении некоторых результатов теории полугрупп операторов на случай уравнений распределенного порядка. А как обстоят дела с подготовкой кадров у нас в стране и в регионе в частности? Что нужно сделать сейчас, чтобы математическое моделирование эффективно использовать для развития человечества? Подготовка кадров, мне кажется, находится на уровне. Государство уделяет достаточно много внимания развитию физико-математических направлений, вообще, естественно, научных, выделяет для этого бюджетные места в университетах для обучения студентов. По крайней мере, пока все хорошо, если мы, конечно, не перейдем на дистанционное образование, тогда будет хуже, я думаю. 2-я часть вопроса, наверное, как раз нужно делать то, о чем вы говорили, доверять ученым в их исследованиях. И разработать какую-то систему. В общем-то, я думаю, в каких-то вопросах в советское время такая система была. Система отбора, проверки, создания научных коллективов, которым безоговорочно доверяли. Речь идет там о создании атомной бомбы, об освоении космоса. Я думаю, что надо этот опыт использовать в дальнейшем, и совершенствовать его, конечно.
Владимир Евгеньевич, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Пожалуйста, был очень рад с вами пообщаться. Мы говорили с проректором Челябинского госуниверситета, доктором физико-математических наук, профессором Владимиром Федоровым. Оставайтесь с нами.